Выращивание культурного винограда началось приблизительно около 7000 лет назад. Я думаю, что и блюдо, которое мы сегодня будем готовить, зародилось в это же время. Два больших народа, имеющих большую кулинарную историю, спорят между собой, чье же это блюдо. Но мы в этих спорах не участвуем. Потому что сегодня мы будем готовить крымско-татарское блюдо сарма. Это передача «Крым-татар Емеклері». Меня зовут Алим Мустафаев. Для приготовления сарма нам понадобятся очень простые классические ингредиенты. Это рис, обыкновенный белый, мясо, в нашем случае это свежая говядина, ее мягкая часть, лук, специи, соль, перец, зира, немножко кинзы. Ну и, конечно же, виноградные листья, куда без них. Это именно то, что сделает наше блюдо отличительным от всех сарма, или как их называют еще в других кухнях, долма. Кстати, в других кухнях, тех, о которых я говорил ранее, это блюдо называется долма. В нашем языке это блюдо называется сарма от обыкновенного глагола сармах, потому что мы это заворачиваем. Долма – это нафаршированный перец у крымских татар. Долма мы, кстати, тоже сделаем. Итак, для того, чтобы начать готовить, первым я почищу лук. Вообще сарма может быть с различной начинкой. Сладкой, в нее можно класть фрукты, овощи и даже орехи с медом. То есть это блюдо может быть не только обеденным, но и десертным, сладким. Но в нашем случае это классический способ – мясо, рис и лук. С появлением современных гаджетов нашим хозяйкам на кухне стало намного легче работать и быстро приготавливать наши блюда. Но старый способ, я считаю, влияет даже на вкусовые качества. Потому что мясорубки выдавливают сок и из мяса, и из лука. Если мы все это нарежем вручную, все соки, которые в наших ингредиентах содержатся, они останутся внутри нашего сарма. В некоторых кухнях, допустим, в азербайджанской, в сарму добавляют и рыбу. Когда я был на обучении в Турции и первый раз попробовал сарма турецкого исполнения, я был очень удивлен и даже, наверное, неприятно, потому что то, что я был готов ожидать в сарма, и то, что я там обнаружил, оно не совсем совпадало с моими вкусовыми, будем говорить, привычками, тем способом приготовления, которые это делаются у нас. Одним словом, сарма в Турции называется юзум япрахло. Это тоненькие сигары, внутри которых кладут рис и кишмиш. Подается это блюдо холодным, поливается лимоном, имеет сладкий вкус. Ну, представьте, для человека, который любит мясо, вдруг неожиданно в сарма обнаружить сладкий вкус. Нарезаем мелко лук. Вообще нарезают вот так, такой общепринятый старинный способ, но мне удобно вот так. У меня так получается быстрее. Некоторые историки утверждают, что долма, то есть сарма, который мы сейчас готовим, а именно так он звучит на армянском языке, говорят, что происходит от слова «толи». Так называется виноградная лоза на армянском языке. И якобы блюдо взаимствовалось турками у армян. И уже турки придали этому блюду очень большую линейку с баклажанами, с кабачками, с помидорами. И в свою очередь наша кухня тоже богата именно этими вариантами приготовления долмы. Но сегодня мы готовим сарма. А сарма отличается тем, что это виноградный лист, и мы его заворачиваем. Сарамус. Ну что, я думаю, достаточно. Лук уже у нас измельчен. Сейчас я его уберу в чашку, и мы перейдем к мясу. Мясо – это особый ингредиент для любого блюда. У нас говядина молодая. Для того, чтобы измельчить мясо, сначала его нужно нарезать на мелкие кусочки. По пути избавляясь от всяких вот ненужных нам жилок. Если попадается сухожилие, все это нужно удалять, потому что это нам не нужно. Кстати, о мясе. Есть много советов по поводу того, как нужно выбирать мясо. Выбирать его на базаре или в магазине. Я пошел по другому пути, я выбрал мясника. Если вы найдете себе надежного мясника, а это очень немаловажный фактор, который будет точно знать, что вам дать, на что вам дать, и дать в каком качестве. Подружитесь с ним, и тогда у вас на кухне будет все нормально. Измельчаем мясо. Постепенно мы начинаем его мельчить. Опять же, все уже знают из прошлых передач, что мясо, которое нарезано вручную, оно сохраняет сок, и оно по-другому ощущается в нашем блюде. Кстати, сарма, само название,
в большей степени употребляют турки и крымские татары. Но румыны и молдаване тоже употребляют именно это слово для этого блюда. Я думаю, что это свидетельствует о влиянии Крыма на эти культуры, который был, кстати, активен там во времена Османской империи. Поэтому молдаване и румыны тоже называют сарму сармой. Есть еще один немаловажный факт о сарме. Сарму готовят и любят в Швеции. Казалось бы, край Европы. Как туда это могло попасть? Все очень просто. Карл XII, проиграв сражение под Полтавой, отсиживался у турецкого султана около 5 лет. И когда он возвращался домой к себе в Швецию, вместе с ним, за ним поехали его турецкие кредиторы, взяв с собой своих поваров и свою свиту. И уже турецкие повара показали Швеции, что такое сарма. И с тех пор это блюдо готовится там и по сей день. Вот так вот может мигрировать какое-то блюдо с одной страны, с одной части света в другую. Ведь мы, крымские татары, тоже привезли с Узбекистана немало блюд, которые считают узбекскими. Плов, самса, лагман. Хотя все эти блюда есть в нашей кухне, но они готовятся немножко по-другому, немножко другой формы, но они есть. Но именно в таком виде, как мы сейчас привыкли видеть плов, пришел к нам из Узбекистана. А узбеки в свое время заимствовали это от уйгуров. Так говорят историки. Дослар, я это делаю не в первый раз. Сейчас я это делаю на природе. Но хочу вам сказать, что это требует определенных физических усилий. Могу представить, какие были наши крымско-татарские женщины со своими многодетными семьями, где нужно было приготовить чебуреков или сарма, ну представьте, на 7-8 человек. Да. Это то, о чем я говорил. Это не так просто. Ну вот, Дослар, мясо у меня уже тоже на подходе. Если у вас есть, конечно, много времени, этой процедуре нужно уделить немножко побольше времени. Начинаем собирать нашу начинку. Мясо я отправляю в лук. Немножко подкрошу сюда свежей петрушки. Постараемся нарезать помельче. И совсем чуть-чуть. Вот приблизительно вот так. Все. Зелень готова. Отправляем сюда же. Рис промываем один раз, обильно налив воды в него. Сливаем водичку. Рис готов наш. Добавляем его к другим ингредиентам. Вот таким образом. Осталось заправить специями и солью. Немножко соли. Черный перец. Куда же без него. Тоже немного. Зиру кладу совсем чуть-чуть, но раздавливая ее в руках. Это классический способ. Раздробленная зира на каком-нибудь гаджете очень быстро теряет свои вкусовые качества. Она уже не так пахнет. К сожалению, кориандр у меня уже раздроблен. Приблизительно вот так. Я приверженец классического способа приготовления сармы. Вот он. Но я знаю, что наши хозяйки добавляют морковь, кто-то добавляет картошку. Это, наверное, связано с какими-то социальными особенностями, чтобы накормить большую семью. Может быть, это пошло с давних пор, но картошку добавляют. Сегодня мы добавим только морковь. Я разделю этот фарш на 2 половины, а пока натру морковь. Натираю на средней терке, не на самой мелкой, чтобы морковь не растворилась там у нас в фарше, когда уже сарма сварится и будет готова. Вот столько моркови мы добавим в другую половину нашего фарша, нашей начинки. Хорошенько перемешиваем нашу начинку. Ну, для этого я обычно добавляю совершенно небольшое количество воды, ну грамм 50, а то и того меньше. Размешиваем все это. Вообще, кроме того, чтобы размешать, его нужно еще и хорошо подавить. Ну вот, классическая начинка для нашего сарма уже готова. Я ее поделю на 2 части. В эту тарелку я добавлю морковь и переложу сюда половину фарша.
Размешаю аналогичным способом. Ну вот, Достлар, теперь мы имеем два фарша. Один классический, а второй с морковкой, который я, кстати, никогда не делал. Вот в конце и попробуем. Итак, Достлар, две начинки у нас готовы. Одна классическая, а во вторую я добавил морковь. Будем пробовать позже, что у нас получится лучше. Самый главный ингредиент нашего сарма – это виноградные листья. Виноградные листья законсервированные. Любая грамотная хозяйка собирает эти листья весной, когда эти листья молодые, когда их жилки, прожилки в этих листьях недостаточно жесткие. Сейчас на дворе уже осень глубокая. Мы будем пользоваться листьями, которые собраны в мае. Достаю листья. Кстати, в такую баночку помещается где-то 50 листочков. Листья нужно вымочить в кипятке. Я для этого приготовил термос, конечно, но пользоваться им не буду. У нас уже согрелась вода в казане. Все должно быть эклектично. Запариваем листья. Вот так, Достлар, кидаю в кипяток. Для этого у меня есть специальная маша. Я это все здесь разровняю. Все это взрыхлю, чтобы каждый листик у нас побывал в кипятке. Вот таким образом. Достаю наши листья в заранее приготовленную чашку прозрачную. Видите, как их стало много. Вроде бы закидывали мало, а назад вытаскиваем уже много. Вот таким образом. И даже этот маленький листочек найдет себе применение. Итак, наши листья готовы. Теперь задача их аккуратно выложить и сложить в стопку. Листья очень нежные, они тоненькие. Я повторяю, что собирались они в тот период, когда они еще были молоденькие совсем. Вот так, Достлар, чуть-чуть. Нужно терпение, выложить все листочки в стопку, не порвать, потому что это очень нежный продукт. Наш виноградный лист имеет глянцевую и матовую сторону. Мы выкладываем сейчас глянцевой стороной вниз. Когда мы их будем закручивать, глянцевая сторона останется у нас сверху. Вот у меня осталось буквально несколько листочков. Говоря о листьях, сарма готовят еще с листьев айвы, готовят с листьев инжира, добавляя туда, как я уже говорил раньше, разные начинки. Но в нашем случае это классический татарский способ приготовления сармы из виноградного листа. С листьями мы закончили, друзья. Теперь будем начинять. Так, Достлар, техническая часть, как мы это делаем? Я беру ложку фарша, кладу вот у основания листочка, там, где он рос, его стебелек, кладу приблизительно ложку фарша. Заворачиваю два краешка, накидываю на нашу начинку. Вот таким образом. Затем подгибаю края с обоих сторон. Вот так. Все надо делать не спеша, аккуратно. И заворачиваю. Вот таким образом. Вот так, не больше, ложка. Потому что если фарша будет больше, вы не сможете это закрутить. Вот. Его может от того, что рис набухает, порвать внутри. Загибаем два краешка. Отгибаем поля. И заворачиваем вовнутрь. Говоря о сарма, или долма, как это говорят на многих языках в мире, можно говорить очень много, но азербайджанцы, похоже, что застолбили право 5 лет назад, оформив данное блюдо как нематериальное наследие ЮНЕСКО. И, наверное, теперь официальное право все-таки за ними. Но в Армении проводится чемпионат уже 8 лет подряд по приготовлению долмы. Участвует более 30 команд, которые соревнуются в приготовлении разных рецептов сармы. Заворачиваем аккуратно. Стараемся потуже завернуть листик и получаем такой продукт. Она у нас блестит, глянцевая сторона наружу. Постепенно, Достлар, мы накручиваем наши сармушки. Аккуратно, не торопясь.
Кто-то спросит, а сколько их нужно накрутить? А это мы сейчас узнаем. Сколько нас? Раз, два, три. Я четвертый. Ну, как минимум штук 50. Я предлагаю вам, друзья, пока я буду крутить наши сарма, насладиться вам нашим крымским пейзажем, той локации, в которой мы сейчас находимся. Ну вот, достлар, сарма готова. Но что такое долма? Вот теперь я вам раскрою секрет, что такое долма у крымских татар. Долма у крымских татар – это фаршированный перец, для которого мы специально приготовили начинку с морковкой. Вот таким нехитрым способом мы вытаскиваем серединку у перца, семена, и наполняем наш перец фаршем, который мы заранее приготовили с морковкой. Все очень просто. Наполняем плотно до самого верха. Чем больше начинки попадет в перец, тем вкуснее будет за столом. Почему мы называем это долма? Это от слова долдурмах. Долдурмах – это наполнять. Долмах – это наполниться. На крымско-татарском языке звучит именно так. Поэтому и блюдо, которое мы наполнили фаршем, называется долма. Из чего можно сделать еще долма? Есть очень много разных видов долма. Его делают из айвы, его делают из баклажана. Кстати, у нас называется патылджан долмаса. Его делают из кабачка, называется сахас долмаса. Его делают из помидора. И я думаю, что это еще далеко не весь перечень овощей, из которых делают долма. Набиваем плотно наш второй перец. Эти перцы, долма, мы отправим вариться вместе с нашими сарма. Вот, достлар, толдурам, сонки долмаи, толдурам. Последний долма готов. Готова и долма, готова и сарма. Да, друзья, это сарма, а это долма. Какие тут могут быть споры? На природе меняется даже вкус воды. Вода с дымком. Извлекаю из казана достлар всю воду. Ну вот и все. Для того, чтобы поставить казан на стол, у меня есть свой походный гаджет. Вот так вот он выглядит. Я никогда не думал, что это блюдо можно приготовить в открытой природе. Конечно, это удобнее делать на кухне, но посмотрите, где мы это делаем. Оно того стоит. Вот, достлар, забираю казан. Он у нас абсолютно чистый. Теперь можно выкладывать наш сарма, наш долма в казан. Обычно выстилается дно казана листьями, для того, чтобы наши сарма из нежных листиков, если даже прилипнут, то прилипли к листьям виноградным. И ни в коем случае не разгерметизировались. И выкладываю наши сарма по кругу. Это требует тоже определенного навыка. Делаем аккуратно, чтобы во время нашей выкладки наши сарма не разворачивались. Есть еще один пример экспорта нашего крымско-татарского блюда сарма за пределы Крыма. Его в XIV веке завезли туда ордынская и крымско-татарская знать. И с тех пор это блюдо распространилось в Литву, в ближайшие республики, а также в Белоруссию и на Украину. Ну вот голубцы, допустим. Голубцы – это сарма из капустных листьев. На нашем языке лохана сармаса. Ну вот, достлар, последний долма я погрузил в казан. Заливаю все это кипятком, который мы ранее достали, выудили из казана. В аккурат хватает у нас кипятка. Вот так. С водой тоже надо не переборщить. Накрываем тарелкой, для того, чтобы приготовленные наши сарма и долма не всплыли. Теперь, достлар, остается набраться терпения и выждать эти полчаса, пока будет готовиться наша еда.
Ну вот, Дослар, наше блюдо готово. Это сарма, это долма. Тут же все понятно, здесь не о чем спорить. Будем пробовать. Это непередаваемое, Дослар. Я много раз готовил сарма, но то, что получается на природе, заслуживает определенного внимания. Поэтому, друзья, путешествуйте по Крыму. У нас очень много красивых мест и очень много красивых блюд. Аштат Лоусон.